А это оборотни Придесветы, так? Вот у них была хлебная книжка, а потом надо было не просто отцураться от хлебной книжки, а надо было начать выдумывать все, что можешь. Так, и напрямую получил информацию от тех, еще живы были, ну, скажем, тот, кто расстреливал в возрасте 20-30 лет, уроженец 15-20 года, где-то так. Им еще в конце 80-х годов были еще крепкие мужички, да, и могли шепнуть на ухо. А тот потом пошел уже своей раскопной команде, шепнул на ухо. Вот. И личностная связь Поздняка с коллаборационистами прослеживается в монографии Емельяна Лепешко. Он располагает информацией, так сказать, изнутри, из источников госбезопасности, где он работал. И ушел в досрочную отставку в звании подполковника. Так. Открытый лист, имея право проводить раскопки. Одну другую яму раскопали и были у роспачи, что может и неправда. Яно недзе так Поздняку и верилося, и не верилося, что такое может быть. І тут знайшлися, помогли нам мясцовые хлопчуки. Яны спыталіся, а что вы тут шукаете? И повели, а вот что мы знайшли. Показать, что яны знайшли. А яны еще раней вырашили себе зрабіць землянку. И одну ямину вельми глубоко раскопали. Метров на 5 у глубину. Как говорится, держитесь крепко, вы сидите хорошо, на низком диване сидим, не упадете. Дети 5 метров в глубину раскопали. Это же не обязательно нам правду. Он пишет правду, что шепнули на ухо, Витушка. И он пишет правду, да, что почтенный советский археолог ходил с открытым листом у кишени, чтобы отбрехаться от милиции и от чужих людей, да. Это он пишет правду. А то, что случайненько подошли хлопчуки, играли в зорницу и вырыли 5 метров в глубине. Случайно. Вы представляете, товарищи, как хлопчуки 5 метров вырыли? Да 5 метров ребенок упадет, не дай бог, как же он вылезет оттуда вообще, да? Ну, так это этаж. Ну, понятно, что оно пологое вырыто. А как будет выбираться? Так, 5 метров в глубину, а это какой же должен быть скос, чтобы не упасть? Как вообще, а куда типа грунт, они его как там? Транспортером, как фейкометы по Козьим горам писали, что расстреливали, 10 тысяч человек расстреляли в подвале, а из подвала был транспортер, которым трупы, значит, кидали, и несравненно Юрий Игнатьевич Мухин, значит, разбирая этот фейк, он там еще картинку показал, вот такую транспортера, который выдает породу на гора, значит, как он выглядит и сколько он занимает места, и что он никак не мог в подвале поместиться, да? Вот так вот, значит, 5 метров вырыли хлопчики, да? То есть понятно, что все было заготовлено, синхронизировано. И это яма в 5 метров. И выход с кодлом, которым шепнули на ухо, так? И экскаватор, который вдруг начал, как резвая коза, скакать с трассы. А экскаватор, тяжелое оборудование, которое роет какие-то утвержденные программы. Там с точностью до сантиметра вся трасса. Значит, это помечено. И вот он, да, ну, как резвая коза, наевшаяся, как там это самое, легенда о том, как открыли кофе в Эфиопии, да, там коза наелась кофейных бобов и начала там скакать, там ляволиху отплясывать, так, и увидели, что интересные бобы такие. И вот как такая коза, наевшаяся кофейных бобов там, или этих пьяных вишен, вот так, экскаватор здоровенный, да, на который там куча документации и подписывается, и каждое там это самое все, четкие чертежи, все дела. И вот он скочит взад-вперед, и все случайно. Это, друзья, мы рассказываем историю о том, придуманную Поздняком, о том, как случайно они нашли захоронение в Куропатах. Якобы прокладывали трубу газовую, но экскаваторщик решил съехать чуть-чуть в сторону, случайно абсолютно отбился от маршрута. Ну, вот тут нам подробно, светлой памяти, да, Анатолий Андреевич Смолянка показывает, как трасса, значит, раскопа вот этого. То есть Газпромовская труба, как конкретно в Куропатах. Коза, которая наелась пьяных вишен, вот так вот оно скочит, да? Относительно первоначального. Не ровно, как она полагается, как ей нужно. Да, и вот она поскакала по факту вот так вот. Взад-вперед, взад-вперед, взад-вперед. 5 поворотов. Туда-сюда, да. туда-сюда, туда-сюда. Да, вот так вот.
она